Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Раскрыть таланты детей. Айсен Николаев поставил задачу создать персональный профиль каждого ученика. Мусорная реформа. Более 40 пунктов по обработке мусора планируют ввести в Якутии. Яркая весна. Знаменитый дизайнер на Парижской неделе высокой моды предложил зрителям забыть о повседневности. Ежегодное январское совещание педагогических работников республики стартовало в Якутске. Основная тема мероприятия – качество образования, методические аспекты. Программа совещания разделена на 3 трека: объективно ориентированное программирование как инструмент совершенствования образования, создание условий реализации обновленных программ и реализация требований к образовательным результатам. 3 трека будут реализованы по всем уровням образования и пройдут в формате методического семинара, онлайн-лекции, круглого стола, проектной сессии на 69 площадках. Итоги мероприятия подведут 31 января. Упор будем делать, на социально-экономическое развитие, или иными словами, понимание такое влияние образования на социально-экономическое развитие региона. Как раз таки об этом мы будем обсуждать в рамках январского совещания. Здесь основное внимание уделяется формированию функциональной грамотности обучающихся. Что такое функциональная грамотность обучающихся? Это получается применение полученных знаний в жизни. Вот это самая такая составляющая человеческого капитала. На совещании педагогов глава Якутии одной из главных задач современного образования назвал внедрение персонализированных подходов, что позволит раскрыть таланты каждого ученика. Для работы с одаренными детьми в регионе развивается необходимая инфраструктура. Недавно завершено строительство учебного корпуса Малой академии наук, ключевая задача которой – развитие научного мышления у детей и вовлечение юных якутян в область передовых исследований. Айсен Николаев поставил перед Министерством образования задачу создать персональный профиль каждого ученика. Кроме того, Якутия получит 3 миллиарда рублей на ремонт школ в районах республики. Средства направят из федерального бюджета. Об этом также сообщил Айсен Николаев на совещании работников образования. По словам главы региона, на ремонт школ в районах из федерального бюджета будет выделено порядка 2 миллиардов 900 миллионов рублей. На эти средства планируется провести капитальный ремонт 58 школ в 25 районах и городских округах. Более 40 пунктов по обработке мусора планируют ввести на территории республики к 2030 году. Хотят организовать 203 пункта временного накопления, а также 44 объекта обработки. Это сортировочные линии, комплексы, перегрузочная станция с элементами сортировки, говорится в сообщении. Также планируют построить 16 объектов обезвреживания, в том числе 13 для арктических районов, 17 объектов размещения отходов, а также 13 площадок временного хранения для отходов, не подлежащих сжиганию. Перед главами районов стоит задача определить земельные участки под новые объекты ТКО. Алроса планирует принять положительное решение по восстановлению рудника «Мир». Об этом сообщил замгенерального директора компании Алексей Филипповский. По его словам, экономика восстановления рудника позитивная. В прошлом году там завершили бурение глубоких скважин, что позволило провести доразведку глубоких горизонтов месторождения. В случае положительного решения по восстановлению рудника работы на нем начнутся не раньше 2025-2026 годов, а соответствующие капитальные затраты могут составить до $1,5 миллиарда. Отметим, рудник «Мир» находится на консервации с августа 2017 года. А в 2025 году планируют запустить вторую очередь фабрики «Наглинская». Компания «Колмар» подписала договор с китайской компанией на проектирование, поставку и пусконаладку технологической линии второго этапа обогатительной фабрики «Наглинская», сообщает пресс-служба предприятия. Благодаря китайским партнерам компании «Авик Мэйлинь» всего за 10 месяцев выросла 6-миллионная обогатительная фабрика «Денисовская», а в 2020 году запущена первая очередь 12-миллионной фабрики «Наглинская». Совместный запуск и эксплуатация 2 проектов позволили быстрее контрактных сроков вывести фабрики на гарантийные показатели, отметила председатель Совета директоров «Колмар Групп» Анна Цивилева.
Вырастут в Якутии объемы высокотехнологичной медицинской помощи. Перспективы развития специализированных служб кардиологической, онкологической и инфекционной рассмотрели на совещании у главы Якутии. Кардиососудистый центр должен стать головным учреждением единой системы кардиологической службы. Большой объем задач предстоит решить в развитии инфекционной службы региона. В республике имеется только детская инфекционная больница. Нет отдельной инфекционной больницы для взрослого населения. Для решения задач необходимо создание головного учреждения – Республиканской инфекционной клинической больницы. Айсен Николаев отметил, что развитие специализированных служб будет способствовать внедрению и увеличению объемов высокотехнологичной медицинской помощи и поручил рассмотреть вопрос дополнительного финансирования этих направлений. Вместе с тем, количество центров амбулаторной онкологической помощи вырастет в республике к 2023 году. Об этом также сообщил на совещании Айсен Николаев. Хорошо зарекомендовали себя центры амбулаторной онкологической помощи. К 2023 году в Якутии будут работать 18 таких центров, приводятся его слова. Также в планах внедрение жидкостной биопсии при раковых опухолях легкого, совершенствование методов лечения, системы реабилитации и паллиативной помощи. Кроме того, планируют расширить проект «Онкодесант» для выявления онкобольных в районах, в том числе северных и арктических. Логотип к Году матери, разработанный Конгресс-центром совместно с Минтруда региона, утвердили в республике. Образ матери, прародительницы рода и хранительницы очага издавна почитается и оберегается якутским народом, поэтому в создании логотипа приложен труд не только дизайнеров, художников, но и историков, ученых, народных мастеров, говорится в сообщении. При разработке орнамента изучили и использовали специальную литературу по якутской символике. Напомним, глава Якутии Айсен Николаев в год столетия якутской автономии объявил 2022 год Годом матери. Теперь к эпидобстановке. Еще 2506 человек, по официальным данным Оперштаба, заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки. Из них в Якутске 1753. Среди антилидеров по районам по числу заболевших остается Мегино-Кангаласский. Там выявили 226 случаев заражения. В Алданском районе 77, в Мернинском 70, в Намском 46, в Усть-Алданском 42, в Чурапчинском 37, в Нерюнгринском 36, в Кангаласском улусе 34 случая. Еще в 16 районах от 1 до 26 случаев заражения ковидом. А накануне плавательные бассейны Чолбон и Самородок приостановили свою деятельность. Такая мера связана с ухудшением эпидобстановки в регионе. Об этом сообщили в Министерстве спорта республики. Другие спортивные объекты работают в штатном режиме при условии заполняемости до 50%. Напомним, согласно приказу Минспорта, в Якутии приостановлена организация спортивной подготовки воспитанников до 18 лет, в том числе предоставление платных услуг, а также проведение всех спортивных соревнований до выхода особого распоряжения. При посещении спортивных объектов города Якутска обязательно требуется наличие QR-кода о вакцинации, от ковида, либо о том, что человек переболел. И обязательно при входе обязательно проверяется температура человека, то есть термометрию проходят, и чтобы при посещении не должно быть признаков ОРВИ. На сегодняшний день все объекты спорта в городе Якутске, они работают с 50% загруженности от мощности. В Греции тем временем ветеринары и спасатели пытаются спасти клюворылого кита, который выбросился на берег. Предположительно, он не может вернуться на глубину из-за травмы. Подробности далее. В Греции спасатели пытаются помочь клюворылому киту, который выбросился на мель. Все произошло на пляже в пригороде Афин. Накануне этому же киту длиной 3,5 метра помогли уплыть в море в соседнем районе, но он снова вернулся на берег. Млекопитающие обследуют ветеринары. У него обнаружили травму, и, скорее всего, именно из-за нее кит не уходит на глубину. Он ранен, вероятно, болен, и по этой причине он дезориентирован. Специалисты, занимающиеся китами, сказали, что он мог столкнуться с рифами и сломал себе клюв. Его дезориентация не позволит ему вернуться на глубину. Его состояние, к сожалению, постоянно ухудшается. Ветеринары лечат так, как требуется в подобных случаях. И мы ждем, когда ему станет лучше.
Клюворыловые киты находятся под угрозой исчезновения, могут погружаться на глубину до 3000 метров. Они обитают и размножаются в морях Греции, но крайне редко приближаются к мелководью, поскольку очень пугливы. Каждый год греческим спасателям и ветеринарам приходится помогать 10-15 млекопитающим, которые оказываются на мели. Идем далее. Якутский фильм «Ит» появится сразу на 3 платформах 1 февраля. Альманах из 7 разножанровых историй о деревенских жителях сняли Дмитрий Давыдов и Степан Бурнашов. Картину «Ит» можно будет посмотреть на платформах «Кион», «Премьер» и «Винг» с 1 февраля. Напомню, мировая премьера фильма состоялась на 37-м Варшавском международном кинофестивале. Якутская драма удостоилась 2 наград: специального упоминания жюри «Нетпак» и специального приза жюри авторам с формулировкой «За чистый кинематографический взгляд на простую повседневную жизнь». Яркая средиземноморская весна. Дизайнер Эли Саап на парижской неделе высокой моды предложил зрителям забыть о повседневности. Рассказывает Роман Чуриков. За пределами выставочного павильона в Париже облачно и -3 градуса по Цельсию. Но внутри уже наступила средиземноморская весна. Ливанский кутюрье Эли Саап представил свое видение моды на первую половину 2022 года. Зрители стали свидетелями красочного зрелища. Ярко-розовый, лаймовый, лимонный, серебристый. Пастельным тонам в этой коллекции не место. Буйству красок соответствуют и фасоны платьев, а также материалы, из которых они сделаны. Перья, стразы, блестки, бусы. В таком либо на бал, либо под венец. Не случайно Эли Саап считается одним из самых роскошных свадебных модельеров в мире. В его платье, например, связала себя узами брака принцесса Люксембурга. А на светские приемы именно в его нарядах ходят Селин Дион, Николь Кидман и Анджелина Джоли. Яркие наряды и вычурные материалы, кажется, не сочетаются не только с парижской погодой, но и тяжелой экономической и социальной обстановкой в родном для модельера Ливане. Но Эли Саап с этим не согласен. Люди любят цветное. Они хотят снова радоваться жизни после всех проблем в мире в последнее время, говорит кутюрье. В завершении о спорте. Якутская «Заря» сыграла в ничью с дублем новой генерации в матче 17-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Встреча прошла в Троицке и завершилась со счетом 6-6. В составе якутян дубль оформил Никита Рычков. По одному результативному удару нанесли Роман Аносов, Афанасий Федоров, Максим Юсупов и Станислав Сергунин. В данный момент «Заря» занимает 6-е место в таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка. В следующем туре якутские футболисты встретятся с липецким ЛКС. Матч пройдет 4 февраля. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.